Около 16 тысяч врачей, кто работал в красных зонах, получили компенсацию. Фонд обязательного медицинского страхования начал выплачивать медработникам компенсации за август. Для этих целей были выделены средства в размере 269 миллионов 200 тысяч сомов. Динара Джикшенова – старшая медсестра ЦСМ номер 1 столицы. Сейчас проверяет давление пациента. Она недавно вернулась на свое рабочее место, так как с 5 по 31 июля работала в стационаре, открывшемся на базе Дворца спорта имени Кабау Лукоджумкула. Там она ставила капельницы, делала уколы. Я работаю в этой сфере уже 23 года. С 1 июля у меня должен был начаться отпуск, но 5 июля мне позвонило руководство и объяснило ситуацию. Меня поразило единство народа. Когда мы там работали, молодые люди приходили и спрашивали, как у нас дела, нуждаемся ли мы в чем-то. Но знаете, самое сложное в работе были защитные костюмы, потому что лето, жара, а мы в таком обмундировании. Коллега Динары Джикшеновой Майрам Джумалиева тоже работала в стационаре, открытом во Дворце спорта. По специальности является врачом-лором. Но когда вспышка пандемии охватила столицу и когда гражданам нужна была помощь, она решила не стоять в стороне. В стационаре Майрам Джумалиева отвечала за состояние пациентов, которые были на интенсивной терапии. Когда больные выздоравливали, она радовалась и чувствовала себя настоящим героем. Были и летальные случаи. В эти моменты врач думала, что теряет надежду. Но чувство долга ее не оставляло в покое, и каждое утро она брала себя в руки и помогала всем, кто в этом нуждался. Сегодня Майрам Джумалиева уже получила свою обещанную компенсацию. Тогда сказала: мне не имеет сколько заплатить, если я смогу чем-то помочь пациентам своим, мне будет это большая награда. И по сей день говорю, но несмотря на это, государство выплатили день как доктор по 3 тысячи оплатили. За этот месяц у меня 14 дней с 1 по 14 августа, плюс гарантированная зарплата и компенсация за обсервацию за 7 дней. Итого у меня получилось 54 где-то. Таких врачей, как Майрам Джумалиева, которые получили компенсацию по всей стране, насчитывается около 16 тысяч. Общая сумма выплат составила 269 миллионов 200 тысяч сомов. Больше всего средств будет выделено Бишкеку – 63 миллиона 374,2 тысячи сомов. Орской области – 62 миллиона 550,7 тысячи сомов. Джалалабадской области – 37 миллионов 272,9 тысячи. Чуйской области – 29 миллионов 874,5 тысячи сомов. Иссыкульской области – 29 миллионов 710,9 тысяч сомов. Баткенской области – 19 миллионов 686,7 тысяч сомов. Нарынской области – 15 миллионов 605,1 тысяч. Таласской области – 10 миллионов 814,4 тысяч сомов. Отметим, что выплаты осуществляются согласно постановлению правительства. В общей сложности они были начислены 3856 врачам, 6818 работникам среднего звена, 3843 младшего медперсонала и 1349 другим медицинским сотрудникам. 9 сентября всем медучреждениям были переведены соответствующие суммы, и сегодня они уже начали выплачивать медицинским и немедицинским работникам. Точнее, врачи, средний и младший медперсонал. Охранники, которые работали в красных зонах, также получают компенсацию. Также с этой суммы, согласно договору, и волонтерам будут выплачены денежные средства. Напомним, что правительство дополнительно выделило из республиканского бюджета 640 миллионов сомов на компенсационные выплаты медикам до конца этого года, которые были задействованы в борьбе с COVID-19. Юлия Ценко, Исула Асанова, Оскар Маратов, ЛТР Бишкек.